В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Вузы в регионах нужно укреплять, чтобы не было перекосов в центральную часть России. Владимир Путин провел заседание Госсовета. Жилье и городская среда, а также развитие предпринимательства. Айсен Николаев провел встречу с министром экономического развития России. Больницы Якутска продолжают работу по срочной диагностике людей с симптомами коронавируса. Результаты анализов отрицательные. В Якутии изменен порядок расчета ставки тарифов по соцзначимым авиамаршрутам. Отчет правительства в Нюрнбергском районе, что больше всего волнует жителей юга Якутии. И мирнинские хоккеисты готовятся к стартам на всероссийских соревнованиях. Тренировку посетила и наша съемочная группа. Необходимо выработать новые дополнительные решения по укреплению высшей школы в российских регионах. Роль субъектов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы стала центральной темой обсуждения на заседании Президиума Госсовета и Совета по науке под председательством Владимира Путина. В заседании Госсовета также принял участие глава Якутии Айсен Николаев. По словам президента, многое уже сделано, но проблем также много, вопросов остается достаточно. И главное из них – это сверхконцентрация образовательных ресурсов в Москве и Санкт-Петербурге. Не все высшие учебные заведения в регионах в состоянии конкурировать со столичными городами. Именно поэтому многие выпускники школ в регионах переезжают в центр, и регионы теряют самое ценное – таланты, кадры и молодежь. Знаете, звучат призывы повсеместно вернуть в вузы систему распределения. Сам многократно это слышал, встречаюсь с этими предложениями почти на каждой встрече с общественностью. Но вновь повторю, обязаловкой мы ничего не решим. Жизнь кардинально поменялась. Нужны условия для самореализации молодых людей, современные привлекательные стандарты жизни и учебы, возможности для достижения успеха. Уже с 2021 года, причем ежегодно, мы будем увеличивать количество бюджетных мест и отдавать их вузам именно в регионы. И прежде всего, конечно, в такие регионы, которые нуждаются в современных молодых перспективных кадрах. Законопроект о защите диссертации позволит реализовать нацпроект «Наука». Такое мнение на Госсовете высказала вице-премьер России Татьяна Голикова. Она отметила, что сегодня по окончанию аспирантуры диссертацию защищает лишь 12% аспирантов. Согласно же паспорту нацпроекта «Наука», количество молодых исследователей в возрасте до 39 лет к 2024 году должно составить более 50%. По оценке Голиковой, модернизация института аспирантуры позволит достичь этой цели. Также накануне в Москве Айсен Николаев вместе с министром экономического развития России Максимом Решетниковым обсудил итоги социально-экономического развития Якутии за прошлый год и планы на 2020. Стороны обсудили также взаимодействие региональных властей и федерального ведомства в реализации национальных проектов, в том числе нацпроектов «Жилье и городская среда», «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Программу социально-экономического развития Арктики до 2025 года внесут в правительство на рассмотрение до 20 апреля. Об этом сообщил представитель Якутии, представитель от парламента Якутии в Совете Федерации Александр Акимов. В документе будут содержаться вопросы строительства социальных объектов, детских садов, школ, развития связи и телекоммуникации, создания условий для развития базовых традиционных отраслей коренных малочисленных народов Севера. Цель госпрограммы – повышение уровня социально-экономического развития арктической зоны России. К другим событиям. Ситуация с сезонной вспышкой инфекционных и вирусных заболеваний в Якутии остается стабильной. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Елена Борисова. На сегодняшний день объявлен карантин в дошкольных и общеобразовательных учреждениях столицы, который продлится до 16 февраля. Тем не менее, эпидпорог в районах республики еще не превышен. Больницы Якутска продолжают работу по срочной диагностике людей с симптомами коронавируса. Так, у 5 больных уже был выявлен отрицательный результат. Ни одного случая заражения коронавирусом в республике не зарегистрировано.
У нас люди поступают, обращаются, значит, с различными, значит, признаками ОРВИ, которые были в странах Юго-Восточной Азии. И сегодня происходит их диагностика. Мы уже говорили, что 5 у нас отрицательных результатов, 8 направлены сегодня, направлены на Новосибирск, ждем результатов. Основных признаков, которые бы сегодня трактовали Всемирной организацией здравоохранения, у них не наблюдаются. Мы предполагаем, что тоже будут выявлены дополнительные различные виды гриппозных инфекций. Но, тем не менее, под динамическим наблюдением медицинских работников они продолжают наблюдаться, сохраняться, сидеть дома. Национальный архив республики в честь празднования 75-летия Великой Победы переводит в электронный вид документы Якутского объединенного республиканского военкомата периода Великой Отечественной войны. Сегодня удалось оцифровать 265 таких дел. Для чего это делается и как в целом хранятся архивные документы военных годов в материале Ульяны Шагиной. Галина Лобанова пришла в архив впервые. Ее цель – найти любую информацию о судьбе родственников Федоровых, призванных на войну. Довольно удобно работать, доступная информация. Сведения были предоставлены, как мне объяснили, военным комиссариатом. Архив отсканировал, работники архива отсканировали эти документы. И сейчас они в доступной базе находятся. Документов периода Великой Отечественной войны во всех 8 хранилищах насчитывается порядка 250 тысяч. На сегодняшний день удалось оцифровать всего 265. Эту трудоемкую работу выполняют на специальных планетарных сканерах. В электронный вид переводят призывные списки, извещения о гибели и пропаже без вести солдатов, а также данные о возвращении их после демобилизации и многое другое. Одновременно к одному документу может быть доступ у нескольких человек с помощью современных технологий. То есть одно дело можно смотреть и здесь у нас в компьютере, и человек дома через интернет тоже дело может смотреть. И поиск с помощью баз данных, которые мы сейчас делаем, поиск будет более быстр. В читальном зале Национального архива не протолкнуться. Население здесь работает не только с компьютером, но и с живыми документами. Все они являются подлинными и в единственном экземпляре. Это и есть основное отличие от библиотеки, где практически каждая книга имеет копию. У нас хранятся документы республиканских учреждений, предприятий, органов власти. Дореволюционные фонды там включают документы окружных управлений, народных управ. Метрические книги, то, что касается родословных. Документы о родословной, а также метрические книги и, конечно же, ревизские сказки или документы о проведении подушной переписи – одни из востребованных среди якутян. С 2018 года их оцифровка также находится в приоритете, но объем работы очень большой. Оцифровываются они в первую очередь для того, чтобы не изнашивались, но и для того, чтобы их удобнее и быстрее было находить. Сами сотрудники архива каждый документ берегут как зеницу ока. В хранилищах выдерживается специальная температура, чтобы не портилась бумага. Работа пыльная и кропотливая. Есть такие дела, которые уже, знаете, раньше они хранились не в таких условиях, и они уже имеют плесень. Условия такие у нас суровые. С началом перевода документов в электронный вид у населения появилась возможность найти нужные данные, самостоятельно работая в читальном зале архива или же удаленно на официальном сайте. Работа над оцифровкой продолжается. В планах у архива перевести в такой формат все наиболее востребованные документы. Ульяна Шагина, Григорий Хлопков, Якутск. К акции «Добрый февраль» присоединился город Мирный. Так наша съемочная группа познакомилась с одинокой пожилой женщиной, которая живет в ветхом неблагоустроенном доме. У нее нет денег на покупку дров, и наши коллеги решили помочь. Что из этого вышло, расскажет Марфирина Алексеева. Этот год для Риммы Закиевны выдался особенно сложным. В прошлом году женщина похоронила мужа. И даже тот факт, что супруг был неходячим и почти слепым, еще долго не мешал ему помогать женщине по хозяйству. Одноногий был, вы знаете, он сам колотил дрова. Даже весь огород он полностью вскапывал сам. Он как-то приспособился, телегу сам себе сделал на костылях, баню, дрова таскал, баню топил, потом начал слепнуть. Около 40 лет назад Римма Закиевна приехала в Мирный с набережных Челнов на заработки по обмену квартир. Сейчас женщина живет на пенсию в 14 тысяч. Единственный сын погиб совсем юным, родственников в Мирном нет. Для того, чтобы отоплять ветхий дом, женщине пришлось взять кредит на приобретение дров. 20 тысяч я кредит взяла эту машину купить, а расколотить 5 тысяч. Порой думаю, боже, куда бежать, кому идти.
у кого жить, а кому я нужна. У всех свои проблемы. Мне всего 61 год, я еще хочу жить. При постоянной топке температура в доме достигает 10 градусов. Дом ветхий, печка не греет. Приходится круглые сутки не снимать верхнюю одежду. Ночью дом греет один обогреватель, который, сжалившись, подарили соседи. Ну вот так вот постоянно бросаю. Быстро уходит. В общем, печка моя, вы знаете как, она для видимости только топится, чтобы только дым шел. Вот видите, она уже 10 часов топится, а здесь только еще тепло, а здесь холод собачий. На клич о помощи отозвалась неравнодушная молодежь. Ребята организовали расколку дров. Вот эта колка дров – это ведь капля в море по сравнению с теми проблемами, в которых она оказалась. Я лично считаю, что если каждый человек будет чувствовать свою ответственность за то, что его окружает, и делать от себя зависящее, мир станет лучше. Дрова расходуются очень быстро. Средств на приобретение очередной партии нет. К счастью, на нашу просьбу о предоставлении средств на покупку дров администрация города ответила положительно. Рима Закиевна уже написала заявление. Также специалисты управления социальной защиты будут сопровождать Риму Закиевну при оформлении документов на предоставление благоустроенного жилья. Так, чтобы в следующую зиму женщине не пришлось выживать в ужасных условиях. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Вадим Ларионов. Мирный. На сейчас небольшой блок рекламы. Смотрите далее на телеканале Якутия-24. В Якутии изменен порядок расчета ставки тарифов по значимым авиамаршрутам. Отчет правительства в Нерюнгринском районе. Что больше всего волнует жителей Юга-Якутии? Мирнинские хоккеисты готовятся к стартам на всероссийских соревнованиях. Тренировку посетила и наша съемочная группа. В эфире Якутия-24 мы продолжаем наш выпуск. Ставки тарифов по социально значимым авиамаршрутам утвердили в Якутии. Это касается в основном внутрирайонных перелетов в арктические зоны республики. Теперь тарифы за перелет утверждают по ставке на 1 пассажира-километр. Ранее стоимость билетов устанавливал Госкомцен Якутии. Данный порядок сделан для достижения единообразия стоимости авиабилетов в зависимости от расстояния, говорится в сообщении. Таким образом, применяется единый подход, согласно которому стоимость ставки снижается с увеличением дальности полета. Правительство отчиталось о работе за 2019 год в Нерюнгринском районе. Туда приехала группа под председательством зампреда Кирилла Бычкова. Кроме общения с населением, они также посетили Нерюнгринскую ЦРБ. Подробнее о визите Александра Цыбикова. В первую очередь правительственная группа направилась на встречи с коллективами компаний «Эльга-Уголь» и «Мечел Эльга-Уголь». После выступления вице-премьера Кирилла Бычкова собравшимся был представлен видеофильм с кратким изложением итогов работы органов исполнительной власти за минувший год, того, каких показателей добилась республика за этот период времени. Далее работники угольной отрасли, пришедшие на встречу, смогли задать свои наболевшие вопросы, а их накопилось немало. Померные тарифы на авиаперевозки. Мы, конечно, понимаем, насколько обходится содержание инфраструктуры, служб, которые занимаются этим, цены на топливо. И видим вот именно решение этой проблемы в рамках реализации программы развития Дальнего Востока, которая вот и позволит привлечь перевозчиков и в то же время предложит нам более такие приемлемые авиатарифы. Ответы на вопросы давались сразу же. В ходе диалога было понятно, в каком направлении уже ведутся работы, а что только взято на контроль. С такой же программой в первый день рабочая группа посетила коллективы ГОКа «Денисовской» угледобывающей компании «Колмар» и Нерюнгринской ГРЭС. Наиболее задаваемыми были вопросы транспортного сообщения, а именно высоких цен на авиаперелеты, качество внутригородских автобусных перевозок. Также прозвучали вопросы о тарификации услуг ЖКХ, ситуации с безнадзорными животными, качестве вывоза мусора и другие. В нашем коллективе сокращено уже 49 рабочих мест, сокращено 49 человек. Значит, нам интересно ваше отношение к этому. Вообще руководство ДГК, которое проповедует эти реформы сейчас в энергетике, они ссылаются на то, что это решение акционеров нашей компании. Вот как вы считаете, какими методами мы можем с вами совместно повлиять на эти решения? Да, действительно, такая проблематика имеется. Сейчас мы прорабатываем вопрос с учредителем данной организации.
Поэтому конкретно на сегодняшний день я ответить вам не могу, какой процесс будет проходить. Но давайте мы в рамках постановочных вопросов это отметим и совместно с коллегами проработаем данный вопрос. После проведения отчетов на каждом из предприятий состоялся личный прием граждан. А последней в этот день точкой визита стала Нерюнгринская ЦРБ, где состоялся разговор о ближайших планах развития здравоохранения в Нерюнгринском районе. На удивление, для личного приема с членами правительства осталось всего пара медицинских работников. Активным и насыщенным был первый день визита. Сегодня отчеты пройдут в поселениях района. Александра Цыбикова, Сергей Козюра, Нерюнгри. Жильцы двухэтажек по улице Гагарина в Якутске в прямом смысле этого слова боятся за свою жизнь. Дом разваливается на глазах, окна первых этажей не просто просели, а практически ушли под землю. Людям приходится соседствовать не только с грибком, с грибком на стенах, но и с грызунами. Ульяна Шагина расскажет подробнее. Получается ковер, еще один ковер. Здесь... Квартира у Дарьи Ерхан расположена на первом этаже. Ковролин на полах, пенофол на стенах, несколько обогревателей и постоянно включенная газовая печь. Иначе зиму не пережить. Это не единственный обогреватель, да, есть еще маленький ветерок, который еще как-то тоже спасает ситуацию, потому что такие обогреватели очень плохо греют. Квартира семье досталась от бабушки пару лет назад. Тогда же они, побегав по инстанциям, добились того, чтобы дом признали аварийным. Теперь с надеждой ждут расселения, но боятся, что дом рухнет раньше. Дарья признается, съехала бы отсюда хоть завтра, да некуда. Плачевное состояние дома абсолютно, особенно когда вот холодно, да, входную дверь вообще мы не можем закрыть. То есть, получается, я привязанная, сижу с ребенком дома. А в этой комнате семья никак не может сделать даже косметический ремонт. Материалы приобрели давно, а вот прибить их гвоздями к стене – задача не из легких. Стены сыпятся, потолок сыпется, полы вообще под страшным наклоном. В целом во всем доме уже много лет не проводили никаких ремонтных работ. Ситуацию усугубляют и талые воды, которые каждую весну подтапливают здание. Пол уходит под землю, так что здесь уже скоро можно поставить 3-й этаж. Ярусы создать тут. Потолки уже почти по 3 метра, так что земля уже здесь. Крысы бегают, полов нет у нас, условий никаких. Ну, не знаю, доживем мы до этого часа. Хотелось бы пожить в человеческих условиях, но не знаю, как быть. Сами видите, в каком плачевном состоянии дом. Главное, все дома посносили, а нас оставили, как 3 тополя на плющихе. Дом на Гагарина 4 – один из первых, кто встречает и провожает гостей столицы. Тем не менее, его судьбой и судьбой жителей этого дома никто не интересуется. Дом был признан аварийным еще в 2019 году, и до сих пор непонятно, когда его снесут. Жильцы боятся, что просто не дождутся 3-го этапа переселения, который начнется только после 2025 года. А до этого им предложено либо снести, либо отремонтировать дом самостоятельно. Есть еще 3-й вариант – найти застройщика, который изъявит желание выкупить эту землю. Ульяна Шагина, Джулус Иннокентьев, Якутск. К новостям спорта. В Якутске прошел чемпионат республики по национальным настольным играм. Соревнования открыли 13-ю спартакиаду по адаптивным видам спорта. Рассказывает Светлана Федорова. Переловить за 2 минуты 30 лучинок. Задача непростая. Чемпионат по настольным играм Хабылыки и Хамыска объединил более 100 любителей здорового образа жизни из 17 районов республики и Якутска. Участвуют спортсмены с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и общими заболеваниями. Вот это вот приехали на чемпионат по Хабалы, Хамыску впервые. Готовились, каждый вечер в свободное время садился за стол и тренировал, руки разрабатывал, там пальцы разрабатывал. И все для здоровья полезно. Спортсмены соревнуются в личном и командном первенстве. Хотя об этом во время состязаний многие не думают. Цель не победа, а поддержание здоровья. Сегодня в Якутии адаптивным спортом занимаются более 10 тысяч человек. Они регулярно приносят республике медали всероссийских и международных стартов. Вначале наши спортсмены соревновались на общественных началах. А сейчас уже 2014 года уже официальные чемпионаты и первенства проводятся. Национальные настольные игры развивают моторику, ум, гибкость, быстрота, ловкость. И это все помогает нашим спортсменам. Настольные игры развивают не только внимательность и ловкость, но даже помогают восстановить двигательные функции. Пример тому – история Алексея Устинова, который добился звания мастера спорта. Я сам попал в автоаварию
это 1889-6 года, и стал инвалидом второй группы, и принес 5 операций, и не мог ходить-то и заниматься, не могу бегать. Поэтому мне этот спорт, это национальные виды спорта, это мне самые как раз подошли. И усиленно я тренировался, да, и достиг этого большого успеха в спорте. Вслед за этим чемпионатом ожидаются соревнования по пулевой стрельбе. Затем по русским шашкам, настольному теннису, волейболу сидя, голболу и легкой атлетике. Спартакиада проходит в новом формате и продлится в течение 5 месяцев. Многие попробуют свои силы сразу в нескольких дисциплинах. Саргалана Федорова, Джолустан Накинтьев, Якутск. А тем временем команда юных хоккеистов из Мирного готовится к всероссийскому турниру. Детский состав хоккейной команды «Северные лисы» примет участие в турнире «Кубок звезд». Ребята стали победителями первенства Мирнинского района и культурно-спортивного комплекса «Алроса». Накануне юные спортсмены приехали с дальневосточного турнира, по итогам которого были приглашены для участия уже во всероссийских соревнованиях. В течение месяца команда будет тренироваться в усиленном режиме, после чего клуб в полном составе вылетит в город Новосибирск. Соревнования начнутся 4 марта. Команда у нас 2009 года рождения, мальчишек. В этом году, буквально на днях, мы вернулись с турнира «Кубок звезд», проводившегося в городе Новосибирск. Мы, к сожалению, из 6 команд заняли 4 место. Первый раз мы ездили на такие соревнования такого как масштабного уровня. Мы, в принципе, считаю, показали хороший результат для первого раза. Сейчас делаем работу над ошибками и поедем за призовыми местами. А уже сегодня в России отмечается День зимних видов спорта. Этот праздник сравнительно молодой, впервые его отметили в 2015 году. Столицей зимних видов спорта в Якутии считается Алдан. Здесь на лыжи хотя бы однажды вставал практически каждый. Как отметили спортивный зимний праздник в Южной Якутии, расскажет Татьяна Вахнина. Тренеры Центра спортивной подготовки и воспитанники Республиканской детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва вышли на лыжные трассы. Низкие температуры не позволяют проводить массовые забеги. И активной прогулкой, подразумевающей соблюдение определенной техники, спортсмены отметили День зимних видов спорта. Скандинавская ходьба, хотя и завоевала популярность у алданцев сравнительно недавно, является массовым видом спорта. Скандинавская ходьба, конечно, у нас произошла до нашей республики, из города Якутска. Матвей Иванович Лыткин ввел это нам. Ну а мы, в свою очередь, на Центре спортивной подготовки это дело практикуем в особо низкие температуры. То есть как бы и дышать на улице надо, при этом сильно задыхаться нельзя. А скандинавская ходьба, она та серединка, которая позволяет нам находиться на улице. В Алдане популярность зимних видов спорта не ослабевает. Скандинавская ходьба позволяет поддерживать форму круглый год. Наиболее массовым видом остаются лыжи. Спринт и классика, свободный стиль и неспешные прогулки. Хотя бы однажды на трассы выходил каждый. Много лет в южно-якутском уголке учебные тренировки проводят звезды мирового уровня. Пройтись на лыжах в выходные любят и взрослые, и дети. Марафоны проводятся и для самых маленьких спортсменов, для воспитанников детских садов. Климат у нас суровый. Февраль, декабрь, январь желательно здесь не появляться, так как неблагоприятные погодные условия. В холод не рекомендуется тренироваться, а вкатка и летняя подготовка здесь просто идеальные условия. Наряду с существующими получают развитие иные виды зимнего спорта. В будущем лыжным гонкам по массовости едва ли уступят сноуборд и горные лыжи. На Радиогоре, близ гоночных трасс, идет строительство горнолыжного спуска. Работы подходят к финальной стадии. О нас заявили, что мы будем теперь кластером зимних видов республики. Поэтому мы будем ее поддерживать и в дальнейшем развивать. Наряду с лыжными трассами любимым местом активного отдыха остается каток. Завсегдатаи ледовых забав преимущественно дети. Впрочем, взрослые, приходя на каток, с не меньшим задором коньками звучно режут лед. У мужчин пользуется популярностью хоккей с шайбой. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Телеканал «Якутия-24» следит за развитием событий. Не переключайтесь, оставайтесь с нами и удачи вам.